Добрый день. Вас рад приветствовать генеральный директор авиакомпании «Якутия» Винокуров Андрей. Мы сегодня работаем на официальном сайте главы и администрации правительства республики. И сегодня хотелось бы ознакомить о деятельности авиакомпании нашей «Якутия», о ее планах и ответить на ваши вопросы, которые будут поступать в прямом эфире. Прежде всего, хотелось бы начать с того, что по итогам 2023 года авиакомпания перевезла где-то порядка 650 тысяч пассажиров. 2023 год у нас ознаменовался завершением реконструкции аэропорта Якутск, и перед авиакомпанией стояла большая задача – это обеспечить транспортную авиационную доступность населения нашей республики по межрегиональным, магистральным и местным авиалиниям. Как вы помните, у нас реконструкция была в два этапа, завершающая в прошлом году. За этот период авиакомпании было перевезено порядка 300 тысяч пассажиров в период реконструкции. Также авиакомпания начала полеты после реконструкции. Это аэропорты Алёк, Минск, Уснера. И в четвертом квартале мы начали летать в аэропорт Черский. Характерным показателем 2023 года явилось у нас это обеспечение, естественно, безопасности полетов в период укороченной полосы. В принципе, авиакомпания очень долго и скрупулезно готовилась к этому виду работы полетов. Поэтому мы считаем, что основную задачу мы свою выполнили. И самое главное, обеспечили высокий уровень безопасности. Авиакомпания на сегодняшний день работает в трех сегментах. Это внутри республики Саха-Якутия. Выполняются полеты на самолетах Бомбардье Ку-300. Порядка по 12 направлениям. Также авиакомпания выполняет межрегиональные направления. Это по Дальневосточному федеральному округу и по центральному расписанию европейскую часть нашей страны. Основным упором мы всегда ставили для себя это выполнение полетов в летний период, в период отпусков, отдыха детей, групп. Это, скажем так, наши курорты. Это Минеральные воды и Сочи. Также в 2023 году авиакомпания открыла международный рейс. Это Якутск-Харбин после многолетнего перерыва, начиная с COVID-19 2020 года. Увеличили частоту до 2 раз в неделю и выполняем эти полеты уже практически с февраля, с марта прошлого года. Также авиакомпания по итогам 2023 года в рамках работы единой дальневосточной авиакомпании перевезла порядка 43-45% пассажиров по Дальнему Востоку в совокупности от всей группы компании «Аврора». Мы летали по 16 направлениям дальневосточным. Это такие города, как Хабаровск, Благовещенск, Сахалин, Владивосток, Чита, Улан-Удэ, Красноярск. И, в принципе, данная программа для нас была, скажем так, не новая, но в таких объемах мы впервые достигли объем перевоза, это где-то порядка 170 тысяч пассажиров по итогам года. Что еще характерно, это то, что авиакомпания, так же как вся авиационная наша отрасль, столкнулась с санкционными издержками. И, в принципе, в нашей работе основное это было, естественно, это обеспечение запасными частями и исправности нашего парка. Благодаря работе всего нашего коллектива и принятых решений на уровне правительства Российской Федерации, авиакомпания смогла влиться, скажем так, в это направление и на сегодняшний день обеспечить исправность нашего парка. Никому не секрет, что у нас данное санкционное давление очень серьезное на авиационную отрасль, но тем не менее авиакомпания наша справилась с этими вызовами и новыми задачами. Также в 2023 году мы занимались переходом от, скажем так, иностранных программных продуктов переходом на отечественные продукты. Нам даже удалось обновить и создать мобильное приложение авиакомпании «Якутия». В принципе, он доступен на сегодняшний день как для телефонов с операционной системой Android, также и для iOS, то есть для айфонов.
Поэтому, если кому будет удобно пользоваться мобильным приложением авиакомпании, то вы, в принципе, можете их найти, скажем так, на этих устройствах. Вот. Также внедряли мы российские программные продукты по обеспечению полетов наших. Это касается больше летной нашей работы и расчетов по нашим маршрутам. И также по цифровизации наших некоторых мероприятий по обеспечению запасными и учету запасных частей. Вот. Дополнительно авиакомпания активно участвовала в перевозках по, скажем так, гуманитарной линии, да. Как вы знаете, то, что при поддержке правительства и главы республики, республика является активным участником в данном направлении, и, естественно, авиакомпания «Якутия» не стоит в стороне. Вот. И по задачам на 2024 год, это прежде всего, конечно же, продолжить те мероприятия, которые обеспечили бы стабильную работу авиакомпании, вот, и с возможностью развития по маршрутной сети. Буквально завтра, в субботу, у нас состоится первый рейс по маршруту Иркутск-Алматы. Вот. Но, тем не менее, этот рейс начинается с аэропорта Якутск, поэтому нашим пассажирам на сегодня уже доступны билеты как из Иркутска, так и из Якутска. Рейс у нас будет выполняться пока один раз в неделю, это вот в апреле по субботам и далее до октября по воскресеньям. Надеемся, что данное направление будет востребовано нашим населением, нашими пассажирами. И надеемся, что оно получит свое развитие в части увеличения частот. И сейчас хотел бы, наверное, перейти к вопросам касательно по каким дням летаете в Алматы-Харбин. Еще раз повторюсь, в Алматы в апреле мы летаем по субботам, далее до октября, это до конца летнего нашего расписания, мы будем летать по воскресеньям. Харбин мы летаем в понедельник, четверг. Такую частотность мы оставили и на лето. В принципе, считаем, что оно пока не требует увеличения частоты. Вот. Хотелось бы отметить, что это удобная частота, в каком плане, допустим, если пассажиру необходимо улететь, скажем так, на каникулы, то, в принципе, можно улететь в четверг и вернуться в понедельник без ущерба, скажем так, своей работе. Так, есть ли субсидии на маршрут Якутск-Москва? Да, это самый, наверное, актуальный вопрос на сегодняшний день. Как вы знаете, авиакомпания «Якутия» участвует в федеральных программах по субсидированию с 2012 года. В этом году, в 2023 году, комиссия Министерства транспорта Российской Федерации на данном маршруте субсидированы билеты, так называемые возрастные, до 23 лет и старше 55, были определен перевозчик, это авиакомпания «Аэрофлот». Так, Андрей Семенович, здравствуйте. Как мне перевести собаку? По перевозке животных, в принципе, основные это наличие справки. И чтобы заранее подготовиться к такому ответственному моменту, как перевозки животных наших любимых, мы просим наших пассажиров уведомлять об этом желании где-то за 72 часа до рейса. У нас, конечно же, есть ограничения по количеству животных в салоне и по их характеристикам. То есть большие животные мы, к сожалению, в салон не берем. Что у нас дополнительно? Касательно по перевозке еще животных, у нас также доступна эта услуга по всей нашей маршрутной сети, поэтому, в принципе, здесь мы, скажем так, идем навстречу нашим пассажирам. Касательно еще планов на 2024 год. В этом году у нас активная работа идет в рамках по работе с нашими недропользователями. С октября прошлого года мы начали первые, наверное, полеты за многие десятилетия. Это на авиационную площадку Эльга. В настоящий момент авиакомпания эксплуатирует на таких перевозках все 3 типа. И с будущего мы будем летать из Новосибирска на самолетах 737-800. Будут ли рейсы до Аймякона, Уснира, Тантор?
Ну, авиакомпания выполняет рейсы в Уснеру с частотой 2 раза в неделю. Вот, в прошлом году был маленький перерыв. Это опять-таки было связано с реконструкцией аэропорта Уснера. В Тамтор выполняет авиакомпания полярные авиалинии вот, на типе Ил-410. По-моему, они начинают это выполнять в летний период. Будут ли субсидированы билеты до Алматы? По субсидированным билетам по международным направлениям такие правила, к сожалению, отсутствуют. Но, тем не менее, у нас есть в доступности билеты субсидированные по маршруту Иркутск-Иркутск. В прошлом году авиакомпания «Кутев» нашла техническое решение, да, это касательно в продолжении темы по субсидированным билетам. Вот, нашим пассажирам, скажем так, удобная функция у нас включилась, это приобретение, оформление субсидированных билетов по межлустным направлениям. Это в арктические районы нашей республики с аэропорта Якутск. Данная возможность доступна на сайте авиакомпании, это сайт авиакомпании yakutia.aero. Здравствуйте, рассматриваются ли к запуску новые маршруты? Ну, если касательно маршрутной сети, то хотелось бы еще раз повторить, что мы традиционно работаем в 3 сегментах, и, как я говорил, да, это внутри республики, межрегиональные, в большей степени в рамках единой дальневосточной авиакомпании. В этом году это будет порядка 16 направлений. Вот, и по центральному расписанию. Так. Также мы понимаем, что скоро у нас начинается у большинства мужского населения сезон охоты. Вот, хотелось бы тоже проинформировать, что авиакомпания разрешает к провозу определенное количество оружия и этих боепатронов. Вот, поэтому тоже просьба информировать о вашем желании перевести оружие в какое-то направление за 72 часа. Дополнительно хотелось бы еще что нам сказать по перевозке багажа, тоже один из у нас распространенных вопросов. Авиакомпания перешла на систему провоза багажа весом до 23 килограмм вот, в количестве одного места. Если раньше это у нас было там, до 20 килограмм, ну, на данный момент, скажем так, вес увеличен. Так, касательно... Так, ну здесь повторяется вопрос. Что еще? Основным нашим приоритетом является по безопасности полетов. Очень часто сейчас спрашивают в связи с санкциями, безопасно ли летать на самолетах, в принципе, не только на авиакомпании «Кутев». Но здесь хотелось бы успокоить наших пассажиров. Авиакомпания «Кутев» уделяет огромное и самое важное значение этому вопросу. Вот. Поэтому мы используем только оригинальные запчасти и обеспечиваем нашу безопасность.